Ситуация с правами крымских татар в оккупированном Крыму ухудшилась, сообщает Amnesty International. Международная правозащитная организация опубликовала ежегодный отчет «Состояние прав человека в мире», охватив 159 стран, в том числе и Украину. В отчете вспоминаются незаконные задержания в 2016 году по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, а также искоренение проукраинских настроений на полуострове оккупационными властями Крыма. В последние месяцы крымские татары неоднократно ограничивались в праве на свободу мыслей и собраний. Мы призываем все стороны обеспечить соблюдение прав человека в Крыму. В вооруженном конфликте в Украине Amnesty International за последние месяцы обнаружила нарушение прав человека со всех сторон. Среди них похищения, пытки и пропажи без вести. Мы надеемся, что с уменьшением напряженности в конфликте ситуация изменится в лучшую сторону, а всех виновных в нарушениях прав человека, совершенных в прошлом году, привлекут к ответственности. Amnesty International также раскритиковала пакет Яровой. В своем ежегодном отчете правозащитники заявили, что эти законы противоречат международным обязательствам России в области прав человека. По их мнению, российские власти злоупотребляют антиэкстремистским законодательством, тем самым нарушая право на свободу выражения мнений. Поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права. Таким образом, с нашей точки зрения, введение этого закона, этого пакета, так называемого пакета Яровой, это уже шаг в направлении нарушения тех обязательств, которые мы взяли на себя перед лицом мировой общественности. Кроме этого, крымско-татарского активиста, заместителя главы Меджлиса Ахтема Чийгоза правозащитники Amnesty International в отчете назвали узником совести.